Джафар, собирайся. Куда мне собираться, милый дядя? Домой, в Панжрут. Я ведь за тобой приехал. Ты давно уже кончил медресе, 16 лет пробыл в Самарканде. Хватит, пора возвращаться домой. А что мне делать в Панжруде, дядя? Будешь имамом или чтецом Корана. Ну, а не получится, займешься ремеслом своего отца, гончарным делом. Я получил письмо от моих друзей в Бухаре. Они меня просят туда приехать. Кто просит? Кто? Друзья-поэты и визирь Балами. Визирь. Не хочешь уподобиться птице в клетке, не связываясь со знатью. Ты волен сейчас слагать свои стихи о чем хочешь. А при дворце свободной птицы сломают крылья, и смолкнет сердце. Откажись, Джафар. Нет, я поеду все-таки. Ну что ж, поезжай. Поезжай в свою Бухару. А вот мы сейчас увидим, как ты поедешь в Бухару. Смотри. Робия. Скажи, что мне с ней делать? Ведь вы помолвлены. До каких пор она должна тебя ждать? Неужели ты не видишь, как она мучается? Девушка вроде вдова. Ты пренебрег нашими обычаями, Джафар. Брат, дорогой мой. Здравствуй, Робия. Здравствуйте. Как здоровье? Я привезла тут кое-что с собой для вас. Возьмите. Вот. Это я сама сшила. Тут немного белья. Ой, как медленно тянется время, ведь год прошел. Я еле упросила отца взять меня с собой на базар в этот раз. Комната не убрана, посуда не вымыта. Я уберу сейчас. Спасибо, Робия. Сейчас не время. Ступай. Ступай к орбе. А ты погоди. Отец твой, умирая, поручил мне тебя. Я помогал, пока ты учился. А теперь, когда я стар, ты хочешь покинуть меня и Робию. Так вот твоя благодарность за все. Не надо, дядя, не надо. Сейчас я поеду в Бухару, а потом пусть будет по-вашему. Оттуда я приеду домой навсегда, вот увидите. Вот выроем этот колодец в 20 локтей и посмотрим. Так. А в следующем вода должна появиться на 12-м локте. Ага. А еще в следующем на 10-м. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Карис строить будете? Да. Добудем из-под горы воду и на поля пустим. Измучились от безводья. А кто велел, наместник или эмир? Никто не давал распоряжений. Сами решили. Это вон кто нам посоветовал строить. Ученый видит и под землей. А кто он такой? Наш поэт и имам. О, очень ученый и очень хороший человек. Вон он там свои стихи читает. И какие стихи? Проводите меня к нему, пожалуйста. Пойдемте. Идем. Как тебе не надоело в каждом ближнем видеть скрягу, быть слепым и равнодушным к человеческой судьбе? И разве можешь ты один свои осмыслить дни, когда ты от друзей вдали, вокруг враги одни? Как можешь жизнь свою прожить и никого не полюбить? Твоя любовь среди мирских забот, как ни зови, вовек уж не придет. Какие стихи сочиняет наш имам? Их все уже знают. Это стихи Рудаки. Чьи? Да ты кто такой? Рудаки, мое имя. Так ты и есть поэт Рудаки? Эх, живи 100 лет, сладкоголосый соловей. А наш соловей поет с чужого голоса. Эй, перестаньте! Совести у вас нет. Над своим имамом смеяться. Постыдились бы. А пускай он чужие стихи не ворует. Так значит, вы и есть Рудаки? Тот самый поэт Рудаки? Окажите нам честь, будьте нашим гостем. Оставайтесь. Спасибо, друзья. Сейчас я спешу. Но мы еще встретимся.
Желаю вам всем счастья. Прощай. Простите меня, рудаки. Я преклоняюсь перед вашим талантом и стихами. Но дьявол тщеславия совратил меня. Я слишком их полюбил. Вам удалось с большой глубиной передать их смысл. Я впервые встречаю такого искусного чтеца. Должно быть, в награду за мое искусство Аллах подарил мне встречу с вами. Вы вернетесь обратно? О нет. После такого позора... А куда же вы теперь? В Бухару. У меня семья в Бухаре. Я учусь в медресе. Меня зовут Мадж. Я приезжал на каникулы в эту деревню и согласился временно замещать имама, чтобы немного заработать на жизнь. И мне в Бухару. Нам с вами по дороге. О, Аллах, твои милости ко мне безграничны. Мой спутник — великий поэт, рудаки. Дом Али-Хаджа, я поэт рудаки. О, прошу, входите. Твой ясный лик светлей светил, все звезды ты своим сиянием затмил. Ходжа, поэт рудаки. Перед вами первый придворный поэт, восхвалитель деяний падишаха. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Мне сказали, что я найду вас здесь. И у великих людей бывают заблуждения. Хаджа Балами мне говорил о тебе. Он говорил мне, что твои стихи ему нравятся. Но мы, большие поэты, неотесанных стихов, как ты, вероятно, знаешь, не признаем. В них изобилуют выражения, свойственные простому люду. А такие вирши уж, конечно, не дают наслаждения избранным. Кто же тогда Балами, по-вашему? Простолюдин или избранный? Он избранный среди избранных, да продлит Аллах его дни. Но ему почему-то по душе стихи, которые он слышит на языке фарси. Досточтимый Хаджа, стихи нашего рудаки близки, понятны и по душе всем, кто любит свою родную землю, родной язык фарси. Я понимаю, вы намерены спорить, пытаясь доказать недоказуемое, но мне, простите, некогда. У тебя хороший почерк. Многие поэты приносят мне свои стихи, но читать мне их трудно. Ты ведь знаешь, поэты так небрежны. Я возьму тебя на службу, и ты будешь их переписывать. Милостивый государь, я только те стихи переписываю, которые нравятся мне самому. Так что вы лучше подыщите кого-нибудь еще. Кроме того, прихотливостью изысканных рифм я могу развлекаться у себя дома. Пойдем, Мадж. Поэт рудаки еще до сих пор не приехал? Приехал, великий визирь. Я только что виделся с ним. Он так же прекрасен, как прекрасны его стихи? О нет, к великому горю нет. Аллах дал рудаки талант, но при этом лишил его благородства речи и элегантности. Он бы выглядел как верблюд среди павлинов на собрании поэтов Бухары. Неужели рудаки не читал вам свои новые стихи? Кое-что рудаки прочел, кое-что, но, верьте мне, при усердии любой пастух сочинил бы не хуже. Мне хотелось бы самому повидаться с ним. Да, конечно, если он еще не уехал. Дорогой друг, благодарю за гостеприимство. Мне пора собираться в обратный путь. Нельзя вам уезжать. Я бы на вашем месте сдаваться не стал. Мы составим книгу ваших стихов. Ваш диван. Первый диван стихов на нашем родном языке. Пусть весь народ услышит ваши стихи. Мысль отличная. У арабов они давно есть. Почему бы их не иметь и нам? Разве стихи наших поэтов или наш язык беднее другого? Но пока еще ни один из наших поэтов не составил своего дивана. Вот вы и будете первым. А как же деньги? Где мы с вами денег достанем? Как с художником расплатимся? И не будет же каллиграф трудиться за даром. Мне это не под силу, друг мой.
Диван я берусь составить и переписать сам. Я буду без устали работать. И с художником договоримся. Стихи ваши разбросаны всюду. В сердцах певцов, в устах нашего народа. В памяти таких скромных поэтов, как я. И если теперь не собрать их в один диван, и не возражайте, я не пущу вас. Это все для меня очень заманчиво. Но мне не хотелось бы оставаться в Бухаре. Но вы не должны уезжать отсюда, не повидавшись с великим визирем. Ведь это он пригласил вас сюда. Я пишу стихи не для того, чтобы услаждать слух эмиром и визирем. Но Балами совсем другое дело. Поэты и ученые всегда могут найти в нем покровителя. Друг мой, будем надеяться на всемогущего Аллаха и на самих себя. И тогда никто не упрекнет нас в неблагодарности. За покровительство нужно прислуживать, а я не умею. Где? У великого визиря, мы его соседи. А поют у Бану, его супруги. За этой стеной ее сад. Она родная тетка нашего эмира. Так пойдете вы к великому визирю или нет? Салам алейкум. Я сейчас уйду. Не бойтесь меня, девушка. Я только хотел спросить вас. Кто вы такой? И зачем вы сюда пришли? Я и сам не знаю, как очутился здесь. Меня вела ваша песня. Нас могут увидеть. Вы бы лучше ушли. Разрешите только напиться. Вы мне дали воды, и я стал теперь вашим гостем. А по обычаю наших предков, с гостем надо быть приветливой и любезной. Вы обманщик. Я слышал вашу дивную песню. Кто сочинил слова? Один безвестный поэт, забыла его имя. Не уходите, скажите все-таки, кто он такой? Вы никогда не узнаете его имя. Сюда идут, боже мой, теперь я погибла. О, Нигина, ты не одна здесь? Кто этот человек? Я пришел сюда сам, и эту девушку вижу сегодня впервые. Если ее кто-нибудь тронет, один из нас погибнет. Спрячь свой кинжал. Ты хорошо запомнил наш уговор. Если этой девушке будет причинено зло, тебя постигнет возмездие. Какие высокие гости! Лучшие поэты Бухары! Где же рудаки? Рудаки здесь! У доброй вести быстрые крылья, быстрее, чем у ласточки. Мы узнали, что к нам приехал Рудаки, наш коллега, и мы пришли к вам.
Здесь Шахид, Фаролови, Ахмад Бармак и музыканты Исо, Джонон. Мы давным-давно породнились стихами. Нам остается только обняться, как братьям. Прошу вас. Без тебя повсюду весь мир бы исчез навечно. Без тебя сорвутся все звезды с небес навечно. Без тебя в долинах замолкнут лучи, знаю я. Засыпет ветер песками мои края. Без тебя в долинах замолкнут лучи, знаю я. Засыпет ветер песками мои края. Без тебя увянут все травы в полях навечно, и уснут, умолкнут все птицы в садах навечно. Без тебя не будет на солнце сверкать город мой, и вновь мы будем тюльпаны пылать весной. Без тебя не будет на солнце сверкать город мой, и вновь не будут тюльпаны пылать весной. Я начну импровизацию, а вы продолжайте вслед за мной. Когда блеснет и заиграет бальзам вина кристалл. Так чисто, что его бы всякой водою розовый назвал. Оно хмельно так, что бессонный, испив, отрадный сон узнал. И спей разом, возликуешь и обретешь, чего желал. Глотни мертвец его хоть каплю, он из могилы бы восстал. Быстрей налей мне, друг мой верный, вина искристого пиал. Вино, сомненья разгоняя, блеснет на солнце, как кинжал. Это Рудакий. А теперь отгадайте загадку. Он без ушей отлично слышит. Он хром, а поступь так легка. Лишенный глаз, весь мир он видит. Красноречив без языка, он наделен печали цветом и грозной остротой клинка. Тростниковое перо. Отгадал! Завтра, друзья, в саду Балами состязание поэтов Бухары. Победителем все равно будет Рудаки, и я заранее сдаю оружие. Раз дело пахнет боем, Рудаки остается. Боевого коня уже не сдержать. Тоска мне в спутнице дана, с тоской разлуки нет. И мне, как верный пес, верна тоска моя одна. По ночам мчится к нам ветерок по горам. О, как хочу мчаться с ним к родимым берегам. Должно быть, это написано поэтом, жаждущим свободы. Но до чего похожи эти строки на ту, которая их пропела? Не хотите ли купить книгу? А бумаги нет у вас? Могу предложить готовую тетрадь. Подешевле только, если Есть, можно. извольте. Кожа тонкая, как шелк, и цена невелика. Всего только 5 динаров. У меня нет при себе денег. Но я залог вам могу оставить. Соглашайтесь, а я сделаю рисунки в долг молодому человеку, выручим его. Вы меня действительно выручите. Я возьму ее. Бери, бери. Спасибо.
Ассаламу алейкум. Надеюсь, ты мне не откажешь в маленькой услуге, не правда ли? Сюда явится сегодня Рудаки, но ты его не пустишь. Он плохой поэт. Кто Рудаки? Тише. Ладно, он неплохой поэт, но есть такой приказ его не пускать. Чей приказ? Это что, великий Хаджа приказал? Ты забываешься. Конечно, он, как будто это мне надо. В знак мира. Я повинуюсь, раз сам великий визирь приказал. Прошу вас. Право неловко говорить о себе, но я много раз обнажал свой меч в защиту государства. И должен признаться, что ваш племянник, молодой наш эмир, совсем не ценит меня. Просила я падишаха, чтобы Хорасан был отдан вам, но он мне отказал. Вы мой ангел-спаситель, но ваш уважаемый супруг настраивает падишаха против меня. Он вас не любит, а к моему мнению прислушивается, и в конце концов всегда бывает так, как мне хочется. Ваши невольницы. Я смотрю и не могу налюбоваться, как изумительно они танцуют. Особенно та в центре. Уступите мне ее. Бог свидетель. Я отдам за нее все, что вы захотите. Уступите? А что вы за нее мне дадите? Ваших богатств не хватит, чтобы со мной за нее расплатиться. Есть среди вас рудаки? Кто рудаки? Я Рудаки, в чем дело? Что с тобой сегодня? Тебя не узнать? Простите меня, моя госпожа. Великий Ходжа — это поэт Абу Абдулло Рудаки. Как? Влюбленный? Поэту это обычно прощают. А может быть, я не прощу поэта, а прикажу повесить? И тут никто не откажет вам в мудрости. Можете не сомневаться, что я именно так и поступил бы, если бы вы были не вы. Ну, показывайте свои новые стихи. Пожалуйста. Ассаламу алейкум. Падишах! Падишах! Мой падишах, добро пожаловать. Здоровы ли вы, мой падишах? Как здоровье Шахзаде? Слава Аллаху, тетушка, мы оба здоровы. Что с вами, мой друг? Вы чем-то взволнованы? Меня все Нишапур беспокоит, тетушка. Гонец от наместника доложил, что народ отказывается от уплаты в казну податей. Я это предвидел и говорил вам. Наместник там старый труслив. Необходимы крутые меры. Огнем и мечом я покарал бы мятежный Нишапур. И цветущий край, славящийся на всю страну изобилием, превратится на долгие годы в бесплодную пустыню. Прошу вас, позабудьте хоть на один день о делах государственных, мой падишах. Все готово в моем доме сегодня, чтобы радовать и ублажать падишаха. Мой государь, вот он, поэт Рудаки. Присаживайтесь, Шахзаде, прошу вас. О, ты, оказывается, молод, а облетела всю страну слава о твоих стихах.
Благодарю, вы тоже молодый, мой падишах, но слава о вас прошла по всему миру. Иному годы красят только бороду, не прибавляя ума. Прочти, что ты сочинил сегодня. Я песню мою соловьиную готов поделить с землей. Я связан с землей моей дивною, и ей лишь верен душой. Я отдал ей мысли и силы свои, и предан лишь ей одной. Навеки меня привязала судьба к земле родной. Сердечных друзей я не раз встречал на этой земле, но с тобой делил бы, любимая, радость и грусть и мыслей высоких строй. Приятно нашему сердцу, поэт, что твои стихи звучат на родном языке. А ты что скажешь о стихах Рудаки? Они тебе нравятся? Стихи не отделаны и грубоваты, не говоря о том, что они пестрят простонародными словами. Ты просто не любишь родной язык, не понимаешь его, не чувствуешь все его прелести. Стихи надо писать на языке, доступном для всех народов нашей державы. Пусть людей Маверанахра, Харасана, Ирана роднят стихи наших поэтов, написанные на нашем родном языке. В обиду свой язык не дадим никому, и тогда мы завоюем сердца подданных. Рудаки может встать в один ряд с лучшими из арабских поэтов и даже превзойти их. Он властелин стиха, мой падишах. Слушайте, мой ферман, награждаю поэта Рудаки 1000 динаров. Сила и мощь державы не в стихах поэта, мой падишах, а в неприступности ее крепостей. И просвещенный пастух не солдат. А может быть, просто наш уважаемый Сахаль бен Мансур в поэзии ничего не понимает? Ненавижу поэзию и презираю поэтов. Это легко понять, ведь вол не нюхает розы и не ищет дружбы соловья. Мы враги навеки отныне, Рудаки. Когда-нибудь ты проклянешь этот злосчастный день. Легко отнять жизнь у стихотворца, но никто не властен над его творениями, даже военно-начальники. Я ищу вас повсюду. Опять вы здесь. Нас могут увидеть. Уходите, не надо, прошу вас. Я каждый день прихожу сюда в надежде повидать вас. Моя госпожа не отпускает меня ни на шаг. Тоска мне в спутнице дана, с тоской разлуки нет. Я теперь знаю, кому принадлежат эти прекрасные Вы стихи. единственный человек, который знает, что я пишу стихи. Ну, уходите, прошу вас. Теперь я понял, кому я обязан своим вдохновением. Все мои газели и рубаи написаны для вас одной. Словно земля из-под ног у меня ушла, когда я узнала, что вы и есть Рудаки. Моя слава ничто, если вы не разделите ее со мной. Мы оба поэты, и я вас нашел наконец. Но скажите мне, кто вы? Я камешек, Нигина. Ничтожный камешек в чужом перстне. Просто говорящая вещь, которую можно и купить, и продать, и подарить, и выкинуть. Всех сокровищ на свете не хватит, чтобы купить тебя, Нигина. Ты есть сокровище, ты сама жемчужина. Вероятно, поэтому и похитили, и навсегда увезли из родной стороны девочку лет 7 из города Абиварда. Оторвали от бедной плачущей матери, убитой горем, проклинающей небо. Я до сих пор помню эти протянутые руки. Но разбойник, похитивший меня, был человек не глупый, и я ему, что ни говори, многим обязана. Видимо, для того, чтобы продать подороже. Он обучил меня искусству.
Бану купила меня, и вот я развлекаю ее. Я знаю, теперь кроме поэзии еще одна великая цель появилась в моей жизни. Спасти твою жизнь, Нигина. Нет, я так и умру в неволе. Свет знания маяком сердца вам озарит, кольчугой и щитом от зла вас оградит. А где знание-то? Оно в книгах. Покупайте. А чьи это стихи? Стихи Рудаки. Это его диван. Это первый диван его стихов, и я сам украсил его рисунками. Первая книга стихов на нашем родном языке. Ну и хитер же ты! Пользуясь славой Рудаки, хочешь сбыть свой лежалый товар! Сумел же Рудаки одной только силой своих стихов избавить людей от смерти. От чего бы мне не избавиться от бедности одним его диваном? То есть как избавить от смерти? Спасти. Да как же он это сделал? Где? Когда? А вы вот у него спросите. Он вам расскажет. Это правда? Расскажи, пожалуйста. Расскажи, как это было? Покойный эмир, в бою у Самарканда победив своего дядю, захватил 1000 его рабов и воинов, вывел на площадь и приказал отрубить всем им голову. Тут-то как раз и подоспел наш поэт. Эмир спросил: скажи, Рудаки, как по-твоему, благородным кого можно считать? И Рудаки ответил ему: кто с прихотью не совладал, не будет благороден. Кто смерти руки развязал, не станет благороден. Не благороден, кто на грудь упавшему наступит. Нет, ты упавших поднимай, и будешь благороден. Как эмир это услыхал, задумался и тут же сразу приказал всех пленников отпустить на волю. Ты слышишь? Это Аллах не пожелал смерти безвинных и повелел мне устами поэта освободить пленных. Позвольте мне вам уплатить за вашу работу. Нет, никакой платы мне не надо. Наслаждение, которым я обязан этим стихам, 100-кратно возместило все мои труды. Благодарю вас. Простите меня. Эх, если бы я знал тогда, для чего вам понадобилась эта тетрадь, прошу вас, извините меня. Склоните перед этим человеком головы. Это он собрал первую книгу стихов Рудаки. Он создал первую книгу поэзии на нашем родном языке. Да будет благословен мой человек. Я подарю Балами книгу своих стихов и на коленях буду умолять его заступиться за Нигину. Не хозяин в собственном доме великий визирь. Мой дружеский совет. Идите прямо к его жене. И диван ей преподнести, по-твоему? Ведь эта милая госпожа в поэзии ничего же не смыслит. Нет, никогда. Но другого пути нет. Это единственный выход. Послушайтесь моего совета. Бану глупа и тщеславна, а ведь говорят: польсти немного женщине, и ты станешь ее властелином. Да мне легче было бы дать отрубить себе руку, чем ей посвящать свои стихи. Милостивая госпожа, свою книгу стихов я преподношу вам. Я ценю и люблю поэзию, и, надеюсь, сумею этот дивный подарок по достоинству оценить. Если я напишу даже 100 поэм, им не сравнится и 100-й долей ваших достоинств. А что это здесь? На первой странице? Посвящение. Я написал его сегодня. Стихи я предпочитаю слушать. Как-то больше впечатляет. Нигина, прочти-ка мне. Ну, хоть вот это посвящение. Посмотрим, что написал нам сегодня наш молодой и знаменитый визирь поэтов. Читай.
Увидев вас, я потерял навек покой и сон. Мою мечту я в вас узнал и как мечом сражен. Но вот настал свиданье час, и я забыл печаль, и снова, словно в первый раз, я красотой пленен. Как верный раб спешу скорей пройти знакомою тропой. Я к вам, как к розе соловей, самой судьбой приворожен, когда навстречу мне идет, как кипарис стройна. Что же вы умолкли? Я слушаю вас, продолжайте. Надеюсь, вы поймете мое смущение. Госпожа, меня привела к вам любовь. Я поняла с самого начала, смелей. Говорите, говорите, не смущайтесь. Милостивая госпожа, от одного вашего слова зависит вся моя жизнь. Моя судьба в ваших руках. Стихи ваши все сами сказали. Любовь — это чувство святое и бесполезно. Ему сопротивляться, противиться. Как нельзя противиться судьбе. Ваше материнское расположение придает мне смелость. Мы с Нигиной друг друга любим. И вы, милостивая госпожа, одним только словом могли бы великодушно помочь нашему счастью. Только вы можете это сделать. Вот как? Вот оно что оказывается. Так вот, для чего вы, как вор, пробрались в мой дом. Вот для чего вы читали мне свои сладкозвучные стихи. Где вы встречались с ней, с этой негодницей? Делаешь людям добро, они тебе отвечают самой черной неблагодарностью. Я прикажу в цепи заковать ее и бросить в яму. Никогда, слышите, никогда вы не получите Нигину. Лучше я уморю ее голодом. Сам падишах не заставит меня отдать ее вам. Первый диван на нашем родном языке. Порадовал ты меня, поэт. Диван Рудаки — чудо. Даже творением великих арабских поэтов он ни в чем не уступит. Возьми в знак нашего благоволения. Ваши милости ко мне безграничны, мой падишах. А ты стрелять из лука умеешь? Нет. Мой лук — тростниковое перо. Мои стрелы — слова. Когда я стану падишахом, я прогоню из моего дворца всех поэтов. У меня подрастает воин. Гляди, как я умею стрелять. У Рудаки, мой сын, учись. Поэт не промахнется. Острые стрелы его поэзии бьют в самую цель. Гляди, сынок, как нужно стрелять. Они пустые, эти кувшины, так же, как опустевшая наша казна. А смута в Нишапуре продолжается. Сахль бен Мансур, ты дашь нам 500 тысяч дирхемов. Но мой падишах, откуда мне взять столько золота? Мы отдадим тебе годовой налог Бухарского вилаята. Собери 500 тысяч. Остальное возьмешь себе. Мой падишах, велика честь, которую вы мне оказываете. Выполнить вашу волю для меня нет большего счастья. Он разорит вилаят совсем. Разве можно это делать? Он с подданных ваших сдерет последнюю рубашку. Это равносильно тому, что пустить волка в овчарню. Раз уж волк в овчарне, надо за ним в оба следить. Абу Абдулло, о том, что произошло сегодня в моем доме, я уже знаю. Это ужасно, но будь Нигина даже в пасти льва, и тогда легче было бы ее вырвать. Держать в рабстве человека, словно певчую птицу в клетке, недостойное дело. Но сам недостоин звания человека тот, кто поэта держит в неволе. А Нигина ведь поэтесса.
Я преклоняюсь перед ее талантом и отдаю должное ее стихам. В неволе смолкает и птица, Нигина гибнет, только вы можете ее спасти. Вы знакомы с произведениями арабского и греческого искусства. Так помогите разбить оковы условностей. Скажите, Бану, она ваша супруга, над ней ничьи мольбы и просьбы не властны. Да что с ней говорить? Мне все в этой стране подвластно, кроме жены моей и падишаха. Эмира еще иногда можно попытаться убедить. А мою благоверную... Ступай с разбитым сердцем и мечтой, куда глаза глядят. Из горькой пиалы поэт, отведав яд, иди с своей бедой. По ком тоскуешь ты, как птица в клетке бьется, и ручеек ее судьбы с твоим уж не сольется. Я хочу просить вас о единственной милости. Разрешите хоть ненадолго уехать домой. Мне необходимо побыть одному. Уезжай. Куда? Назад! Дедушка, здравствуйте. Вы меня узнаете? Вспомнил тебя, сынок. Ты как не узнать, ты поэт Рудаки. Эх, кажется, на этом самом месте мы с тобой и встретились. Эй, чего стоишь? Салам алейкум, хаджа. Салом. Куда путь держите? Еду в свой кишлак. Что все это значит, Висак Баши? Большая беда у нас, Рудаки. Сахр бен Мансур обложил налогом корис, который мы сами построили своими руками. Дни и ночи трудились. Вода, как видишь, пришла, но принесла нам одно только горе. Куда вы гоните этих бедных людей? По приказу Сахля. На строительство крепости в Пайканде. Их не отпустят до тех пор, пока они за все долги не рассчитаются. А этот негодяй избил моих гулямов и посмел оказать сопротивление. Я приказал связать бунтовщика. Ну ладно, дорога длинна, нечего тут стоять. Вперед! И пожалей у меня! Стой! А сколько они задолжали? 1100 динаров. А что? Держи! Здесь хватит с лихвой. Вы, наверное, шутите, Хаджа? Мне не до шуток. Ступайте! Вы все свободны! До конца дней своих благодарите Хаджу. Ну что же вы стоите, глупцы? Прочь! Спасибо тебе, Рудаки. Дай Бог прожить тебе до 100 лет. Спасите нас. Развяжите его. Нет. Этот человек преступник. Он поднял руку на слуг падишаха. Его ждет казнь в Бухаре. Ты помнишь Маджа? Да, это мой друг. Он был нашим имамом. Висак Баши. Да. Освободите этого человека, и этот перстень я отдам вам. Да тут знак падишаха. Так как отпустишь этого человека? Берите этого мятежника. Он ваш.
Рудакий приехал. Салам алейкум. Салам алейкум, друзья. Встречай скорее. Наконец-то, дядя. Входи, сын мой. Услышал Аллах наши молитвы. Да, я тебя поцелую. Прошу вас, входите. Милый Почтите ты мой мой. дом. Вспомнил все-таки о нас. Прошу, Вспомнил. окажите честь. Приехал. Салам, Рабия. Присаживайся, присаживайся. Вот сюда. Возблагодарим Аллаха, и да пошлет он тебе много дней, прожитых со славой. А за его большое сердце да пошлет ему Аллах исполнение всех его желаний. Аминь, аминь. Рабия, Джон, отдай им. Мы от души тебе рады, дорогой Джафар. От души рады. Твой дядя говорил, что ты приедешь к нам навсегда. Я больше никуда не поеду. Дома-то все лучше. Прошу вас, друзья, угощайтесь. Спасибо. Входи, добрый человек, входи. Будь нашим гостем. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Хаджа, я послан за вами. Падишах, да продлит Аллах его дни, повелел вам немедленно прибыть к нему в Герат. Ну что ж, простимся, Рабия. Аллах свидетель, я бы ни за что из дому не уехал. Но ничего не поделаешь. Как тяжко покидать родные места. Мне кажется, всякий раз, что я больше к ним не вернусь. И, может быть, с тобой никогда больше не увидимся. Я думал обнять невесту, а обнимаю сестру. Прощай, Рабия. Я буду ждать вас. Всю жизнь буду ждать, пока не остановится сердце во мне. Мои молитвы всегда будут с вами. Кто брошен в жизнь судьбой, жестокой, как море челн, по прихотливой воле рока на злые муки обречен? Кто, словно пария, гоним, до самой смерти лютой терпит гнет? Кто нищеты несет, ерем, несчастный мой народ? Я понимаю, охота весьма увлекательное занятие, но вас ждут неотложные дела в Бухаре. Нам пора ехать. Бухара никуда от нас не убежит. Успеем, вернемся осенью. Летом в Герате чудесно, чудесно. Дышишь вольным воздухом. И дичи полным-полно всюду. А где мне рудаки повидать? Идемте. Он, должно быть, лежит у себя в шатре. Ему что-то сегодня не здоровится. Ты болен, друг мой? Что это с тобой? А может быть, мой поэт по Бухаре просто истосковался? А я-то хотел на охоту зазвать его сегодня. Кто ж там у тебя в Бухаре? Тебя кто-то приворожил? Я живу здесь, как будто в разлуке с самим собой. Сердцу так тягостно здесь, на чужбине. Отпустите меня, мой падишах, в Бухару. Не могу я так больше. Эмир хочет перенести столицу государства сюда, в Герат. И если не равен час это произойдет,
Бухара слабнет, и чужеземцы не замедлят захватить Маверанахр вместе с Бухарой. А что из этого выйдет? Но эмир молод и, очевидно, не понимает. Да что я, все дела государственных, когда вас волнует другое. Вас Нигина ждет. Да, бедняжка моя. Эмир очень вас любит, Джафар. Только вы один можете заставить его вернуться в Бухару. Скажите, как, чем? Это так ясно. Тоска по родной стороне, такая струна, что зазвенит немедленно, если только умело до нее дотронуться. Вы знаете, как разбудить в эмире тоску по родине. Эх, ветер, родной страны моей ветер, ну-ка полно носиться тебе по полям. Долетел бы ко мне и сказал, правда, ждет ли меня и зовет ли меня Мулиян. Нас зовет Мулиян? Да. Плещет синий Мулиян, зовет к себе, та, в которую влюблен, зовет к себе. Плещет синий Мулиян, зовет к себе, и не правда быть с тобой, зовет к себе. Падишах, Бухара зовет тебя! Нас зовет Бухара! Пойдем, Бухару! Иди, Бухару! Эй, стремянный коня! Вот он, мой падишах! Наша добрая земля зовет тебе, Льется на тебе, поклон зовет тебе. На золотой простор рагу зовет тебе, И снегу над синим дом зовет тебе. Ангелоя, Бухара, моя душа, Ангелой крепкий зовет тебе. Пусть город на земле, душа моя, ярким солнцем озарен, зовет тебе. Лучший город на земле, душа моя, ярким солнцем озарен, зовет тебе. Эмир вернулся! Салам алейкум. Час добрый, дорогой Рудаки. Бухара истосковалась, заждалась тебя. Здравствуйте, друзья. Позвольте приветствовать вас вашими же стихами, любимый поэт. Не знает сердце счастья другого, чем встретить друга преданного снова. И для души печали нет сильней, чем быть в разлуке с другом много дней. Робия, салам алейкум. Какими судьбами? Мне теперь приходится самой на базар приезжать, потому что отец совсем старый, трудно ему.
А потом думала, может быть, вас встречу. Дорогу! 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 Княгина! Сейчас в Самарканд караван уходит. Мне надо поспеть. Прощайте. Погоди, как же так? Ты бы осталась? Нет, я не могу здесь оставаться. Но если вы захотите меня видеть, скажите. Я приду. Приду к вам. Она в 5-й раз приезжает в Бухару, бедная девушка. Царица моя. Мой возлюбленный, как медленно тянулось время. Скажи, ты не забыла? Ты любишь меня? Да, мой возлюбленный, что бы ни случилось, да. Добрый день, моя госпожа. А где ваша прекрасная невольница? Вы, как всегда, все о ней да о ней. Должна быть, она очаровала вас, сознайтесь. Мне показалось, что я видел ее в саду с Рудаки. Ну, если это так, то это было в последний раз. Неблагодарная, сколько волнения она вам доставляет. Много воли даю. Придется прибрать к рукам. Пусть сеет в деревне рис. Зачем? Продайте ее мне и избавитесь от нее. А сколько вы за нее заплатите? Сколько захотите. Что ж, в Бухаре у вас неплохой караван-сарай, а в Самарканде бани? Согласен, и то, и другое ваше. Этого мало? Мало? Неужели этого мало за одну невольницу? Дешево я ее не продам. Хорошо, я прибавлю. Годовой харадж от одной из моих деревень. Вот еще. У вас мельница в Мерве. Так вот и ее в придачу. Мельницу? Нет, 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 ни за что. Как хотите, не получите Нигину? Да где это видано по такой цене невольницу продавать? А не хотите, не торгуйтесь. Хорошо, отдаю. И мельницу возьмите. Приведите к вечеру купчую, и Нигина тотчас к вам поедет. Нигина — собственность Сахля, его вещь, его раба. Она должна развлекать этого негодяя, эту ничтожную личность. И я ничего не могу для нее сделать. Пока у человека есть друзья, рано считать, что все погибло. Мадж прав. Я обязан вам жизнью хаджа и готов отдать ее за вас. Благодарю вас, мои друзья. Я это знал. Но что? Что можно сделать? Скажите. Там, где справедливость и мудрость остались неуслышанными, приходит черед хитрости и силы. Налей мне вина. Пей.
Никита, это мой преданный друг. Он укроет тебя в надежном месте. Дорогой мой, а сколько времени мне ждать вас? Недолго. Очень скоро мы будем вместе. Ни о чем не тревожься, родная. Я налей еще. Я. Эй, где Нигина? Слуги! Эй, кто-нибудь! Где Нигина? Не знаем, господин. Не видели? Не видели? Она сбежала! Эй, Джунай! Седлать коней и в погоню за беглянкой! Обыскать все дороги! Схватить! Далеко нам, Акбарака? К утру будем уже дома. Скоро дойдем, и вас с радостью примет моя мать. Лицо прикройте. Лан, погляди-ка на ее руку. Мне что-то не приходилось встречать старух с такими нежными руками. Покажись! Города, который красотой был в состоянии поспорить с Бухарой. Кто здесь бывал? Ну что, вы готовы? Неужели никто из вас до сих пор не сочинил оды? Еще 4 строчки, и мое произведение будет закончено. О, Абу Абдулла! Как ты вовремя! Ты поможешь защитить нашу честь. У эмира посланцы великого халифа, а поэты что-то не в ладах с рифмой. Вдохновись, мой друг, и выручай. Поддержи славу своих растерянных собратьев. Необходима ода и вот на какую тему. Падишах ты могуч, как могуча держава твоя. Пусть славится Бухара, она так же прекрасна, как Багдад. Вот что нужно. А муза покинула твоих друзей. Боюсь, что они ничего не выдумают. Но Аллах милостив, он нам послал рудаки. У тебя ничего сейчас готового нет? Нет? Пойдемте туда. Джафар! Мой падишах, рудаки к вашим услугам. Выпей вина, поэт. Рудаки. Наш гость из Багдада говорит, что у них есть поэты, которые сочиняют оды прямо на перу. Берут перо и бумагу и, не отходя от накрытых столов, на виду у почтенных гостей пишут оды, в которых прославляют доблести и заслуги халифа и тех, кто с ним пирует. Мы воздаем по справедливости честь и хвалу поэтам страны арабской,
Но в нашей стране не делают так лишь от того, что мы не повелели. Одно наше слово, и они сделают это. Докажи им, рудаки. Великий пир дает и мир, и мудрецам, и воинам. Да будет с вами вечный мир, правитель наш достойный. Да будет с вами вечный мир, правитель наш достойный. Как в битвах смелые бойцы, здесь все на главном месте, и тут же рядом мудрецы, семей почтеннейших отцы. Здесь собрались все вместе. Среди гостей здесь Балами известный, и никогда не пьющий наш Салех. И отнесут, играя, нас арфы к двери рая. Нас всех пленят поэты, в свой вечный спор вступая. Нас всех пленят поэты, в свой вечный спор вступая. Наш юный Кравчий, как всегда, и робок, и стыдлив, но быстро мчатся вдаль года, и мужем он придет сюда. О, падишах, страна твоя щедра, народ богат, твоя столица Бухара прекрасней, чем Багдад. Что скажете, дорогие гости? Что тут скажешь? Рудаки просто чудо. Надеюсь, всем наконец ясно, что от Багдада до самого Кашгара еще не родился поэт, который мог бы с Рудаки сравниться. Нет. Слава Рудаки! Слава Слава поэта! Это гордость державы моей! Мы дарим Рудаки 40 тысяч дирхемов. Рудаки отныне удостаивается сана главы придворных поэтов. Несите почетный халат, осыпьте золотом поэта. Слава царю поэтов! Слава! Слава Рудаки! Слава! Погоди. Слуги Сахля настигли их. Наверное, Акбар умрет, его нашли без сознания у дороги и сюда привезли. А Нигина опять в руках у Сахля. В чем дело? Дурные вести? Да, государь, в Герате мятеж. Это наместник, его рук дело. Я бы хотел пойти сам на мятежный Герат и расправиться с ним. Я думаю, лучше послать Сахля бен Мансура туда.
Сахля? Он злейший враг гератского наместника. За подавление мятежа в Герате стоит только пообещать ему Хорасан, и он из кожи будет лезть. Хорасан подарить Сахлю? Вы сами говорили, что доверять Сахлю так же опасно, как врагу притаившемуся. Согласитесь, государь, куда разумней бить врага рукой врага. Это мудро. Ферман готовьте. Что с ним? Потерял сознание. Но ничего опасного нет. Ведь от радости еще никто не умирал. Скоро придет в себя. Вот ему и лучше. Сейчас он очнется. Что с тобой случилось, Абу Абдулла? Великий Хаджа, я, поправ законы государства, с помощью друзей пытался присвоить то, что принадлежит другому. Твои друзья схвачены? Нет, им удалось бежать. Видно, сам Аллах послал меня, чтобы я помог тебе. Вот что, Джафар, ты найдешь 2 свидетелей Муллу и привезешь их в замок Сахля. Я буду там ждать тебя. Хорошо? Нигина моя невольница. Я купил ее, и никто не имеет права посягнуть на нее, даже сам падишах. Я протягиваю тебе руку дружбы, Сахаль, и ты напрасно упорствуешь. Подумай как следует. Кому нужна пустая рука? Дружба требует доказательств. Какие тебе нужны доказательства? Передайте мне Хорасан. Хорошо. Ты получишь Хорасан, я тебе обещаю. Но при условии... Каком? Чиновников на наиболее важные посты ты будешь назначать только с моего согласия. Принимаю. Это одно из условий, второе ты знаешь сам. Нигина? Ты отдашь ее человеку, которого я укажу тебе сегодня вечером. Ты понял? Рудаки? Это тебя не должно интересовать, Сахаль. Согласен. Прошу извинить. Присаживайтесь. Принеси нам вина. У тебя есть Коран? Поклянись на нем. Клянусь святым Кораном. Если я получу ферман, подписанный падишахом, я немедленно исполню слово, мною данное визирю. Вот то, что я обещал. Не может быть. Ферман так и есть. И подпись падишаха. Теперь я наместник Сипах-Салар Хорасана. Ну вот, ступай и приведи Нигину. Выполни свое обещание. Сейчас сюда явится ее жених, и мы их тут же обвенчаем. Но скажите мне, кто он? Что тебе до него? Человек. Если это рудаки, имейте в виду, супруга ваша будет очень недовольна. Ты поклялся на Коране, Сахаль. Хорошо, но ведь невеста никуда не убежит, визирь. К чему такая спешка? Нет, будет так, как мы условились. И ты не увиливай. Хорошо. Мой господин, банщик пришел. Я здесь. Ты мне опять понадобился сегодня. Приказывай, господин. Истопи баню. Исполню. Жарко истопи. Исполню. И покончить все быстро и без шума. Осталось еще немного, и красавица будет готова. Каждый пальчик ее натерт благовониями.
Она была глухая, точно роза в саду падишаха. Все, как вы приказали. Ты даже не хочешь повернуть лица в мою сторону? Я не в состоянии побороть отвращение. Я презираю вас, Сахаль бен Мансур. Невольница, которая так встречает своего господина, поступает слишком смело. Ты моя вещь, я могу продать тебя и... Или вышвырнуть, как мне знакомы эти слова. Но я уже почуяла свободу, пусть хоть на миг, и умерла во мне прежняя невольница. Проснулся человек, который любит страстно и готов пойти на все ради своей любви. Я не боюсь никого в мире, и вас не боюсь, Сахаль бен Мансур, и ваших угроз тоже. Пустые слова. Я могу исполосовать бичами твою хваленую кожу, красавица. Могу бросить тебя на потеху моей солдатне. Все, что вам будет угодно, только бы от вас избавиться. Ты мне слишком дорого стоила, чтоб я так легко с тобой расстался, но мне надоело сторожить невольницу, за которую я заплатил баснословные деньги. И поскольку нет у меня уверенности, что ты опять не сбежишь, я решил продать тебя по сходной цене. Сам великий визирь купил тебя для рудаки. Это неправда. Вы думаете, я поверю в этот обман? С визирем мы столковались, и жених за тобой сейчас приедет. Снимите с меня эти побрякушки. А благовония? Кто мне заплатит за благовония? Я уплатил сам немало денег за них. Вам вернут эти деньги? Нет, дело не в этом. Просто из соображения мужского самолюбия я не могу этого допустить. Пойди, смой благовония, и ты свободна, красавица. Скорей! 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 Эй! Зовите сюда женщин! Ступайте! Посмотрите, что это с ней! Чего она так долго возится? У вас ли великий хаджа? Да, он у меня. Вот он. Господин, девушка задохнулась! Что? Вся рука в крови. Она прокусила себе руку, чтобы написать на стене какие-то слова. Прощай, любимый, в пламени, в крови. Сегодня этот мир неверный покидаю, но в этот час я, как и прежде, знаю, что в сердце ты живешь бессмертием любви. О небо, за что? Сахаль бен Мансур, падишах отменяет свое решение.
не будете вы наместником Хорасана. Я думал, что уже навсегда в груди моей погасла жажда мести, но вы вновь зажгли этот пожар Балами. Сегодня я начал переписывать твою Калилу и Демну, друг мой. Нигина так любила эту книгу. Как изумительно сумел изобразить индусов этот китайский художник. А какие превосходные стихи написал поэт из Бухары. Удивительный дар у этого художника. Какое воображение! А люди ведь, они у него словно живые, так и кажется, будто они сойдут с картины, подойдут к тебе и про все свои горести расскажут. О, Аллах, что творится? Учитель, на улице хватают невинных людей. Безжалостно хватают каждого, в ком подозревают свободомыслящего. Вам надо скрыться, учитель. Ведь так они могут схватить и вас. Мы вас спрячем. Этот неверный продает еретические книги. Дай его! Здесь его ловит! Молчи, собака! Ступай! Пиши его! Они схватили Абуль-Хараса! Смерть ему! Плохую! Они схватили поэта Бармака. Чего вы ждете, учитель? Там на площади Муллы и еще какие-то люди кричат, что Рудаки тоже еретик. Вчера на улице бросили в меня камнем. Присаживайтесь, друзья. Садись. Я прочел твои стихи, Шакури, и скажу прямо, что они мне очень и очень нравятся. Но в сатире ты намного сильнее, нежели в наставительных стихах. А тебе, Орифи, куда больше удаются газели, чем оды. Знаете, друзья, поэзия — великая сила. Она роднит людей, согревает их душ, пробуждает звонкой строкой сердца людей. Кто вы такой? И что вам надо? Неужели Акбар? Акбар, конечно. Кто пришел? Акбар. О, Аллах, как ты изменился. Я ни за что бы тебя не узнал. Салам алейкум, Хаджа. Рассказывай, где ты пропадал все эти годы. Это ученики мои, Шакури, Орифи. Так что ты не бойся. Рассказывай. Я искал справедливости для народа, Хаджа. Верное сердце. И увидел
как чиновники эмира согнули страну и поставили ее на колени, как безжалостно измываются они над простым людом. И тогда я примкнул в Хорасане к восставшим. Трижды бежал из тюрьмы, получил 7 ран от гулямов эмира и все-таки жив, как видите. Жив и снова иду в бой. Терпению народа пришел конец, и гнев его не укротить никому. Я спешу к своим, хаджа, и зашел предупредить вас. Покиньте город. Новый визирь Сахаль бен Мансур ненавидит вас, а он всесилен. Молодой эмир Нух — игрушка в его руках. Мною установлено, что вы поддерживаете связь с бунтовщиками-карматами. Как начальник охраны города я обязан припроводить вас во дворец. Пойдемте со мной, вы предстанете перед эмиром. Перед ним будете отвечать за свои действия. Собирайтесь! Нет, нет, вы не посмеете его тронуть! Ему не в чем оправдываться перед вами! Уходите! Старый знакомый. Ты не на виселице еще? Как же это ты уцелел? Уцелел? Никак смерть не берет. Вот она пришла, твоя смерть. Ты пойдешь со мной и будешь вздернут. А ну! Ха! Где же ты видел, чтобы лев покорялся собаке? Боже праведный! Остановитесь, прошу! Держите его! Оставьте его. Я пойду с вами во дворец, непременно пойду, и раскрою глаза эмиру на тягостные преступления его слуг. Извините меня, хаджа. Аллах свидетель, я пришел к вам с самыми добрыми намерениями. Хаджа, расскажите после моей смерти, хоть в одной из своих строчек, что я никогда не покорялся им. Ты никогда не умрешь. Взять его! Идите и вы! Поймали! Мятежник! Отвагу бунтовщика! Идет, рудаки! Слава тебе! Живи вечно, наш рудаки! Филиппик! Отвагу, рудаки! Я много странствовал, к стиху прикованный, подвластный стиха цепям. Был долг путь, но царедворца ни одного не встретил, признавшего и свой порок, притворно добродетель в свете. Пусть у тебя червивое нутро, лишь только скрыть умей его хитро. У них кумир Дирхем мешок, безжалостно сердце в груди, а совесть спит, как злой сурок. Попробуй, поди, разбуди. Рудаки — изверг мой падишах. Он занес руку на трон. В последних своих стихах вот что он говорит, послушайте. В богатстве двор роскошный утопает, но стоны подданных никто не замечает. А вас, сказал, к добру и миру тянется мудрец, к войне и ссорам тянется глупец. Хватит! Как вы забывчивы, рудаки! Вас, бесвестного и нищего, поднял из праха и возвысил некогда Дон Саманидов. И в благодарность за это вы помогаете бунтовщикам, побуждаете челядь к неповиновению, заодно с карматами. Да, милости дома Саманидов ко мне поистине безграничны.
И слабый стих мой воспел добрые дела падишах. Но подобострастие мне не свойственно. И те, кого вы назвали тут смутьянами, бунтовщиками, Аллах свидетель мой падишах, они невиновны. А если даже кто из них и виновен, того, вероятно, довели до беды верные рабы ваши, прислужники и советники. И если кто заслуживает наказания, поверьте, государь мой, это они. Довольно, это неслыханно. Твоя дерзость не знает границ, рудаки. Пора его унять. Ну, конечно, правда вам кажется дерзостью. Но эта дерзость ничто по сравнению с отвагой тех, кто погибает за нее, кто зовет бороться за справедливость. Гневным пожаром восстания охвачена вся страна, а вы об этом даже и знать не хотите. Вот они, плоды наук, плоды поэзии. Верно. Именно из-за таких людей, разжигающих преступные мысли, страна охвачена смутой. Бунтовщики кричат, будто все люди равны. Поэты внушили им эту мысль. Они кричат, так начитавшись вредных стихов. Рудаки и сейчас, по дороге, пока мы вели его во дворец, пытался возмущать народ. И вот из-за него ранено несколько моих людей. Даже дары покойного падишаха он отдает, спасая мятежников. Если это так, берегись. Этого я никому не прощу. Никогда. Доказательства у нас есть. Узнаете этот перстень, мой падишах? Ваш отец подарил его неблагодарному поэту. Ценой этого перстня рудаки освободил Акбара, одного из главарей карматов. Эмир, это человек Сахаль бен Мансур. Объявляю рудаки преступником и отдаю его в ваше распоряжение. Всех карматов повелеваю казнить, Акбара бросить в горящую печь. Утрона гнев, советчик лишний. Власть, что тебе вручил Всевышний, используй мудро до конца. Блажен, кто властью владеет, но даже раб создания Творца. И убивать людей никто не властен и не смеет. Итак, наступил день, которого я столько лет ждал, поэт. Поздно ты хватился, Сахаль. Ведь жизнь моя целиком перешла в мои стихи. Что ты теперь можешь отнять у меня? Увести его. Пришел к вам бывший придворный поэт. Он говорит, что у него дело государственной важности, мой падишах. Ну что там у тебя? Сахаль бен Мансур решил ослепить рудаки, государь мой. Откуда ты знаешь, старик? Сегодня об этом говорит вся Бухара, государь мой. Мудрые государи обычно так и поступали со своими непокорными подданными. Смилуйтесь, ради Аллаха, рудаки великий поэт. Но ведь ты всю свою жизнь доказывал, что поэт он плохой. Я старался убедить в этом самого себя, но так и не смог. Я враждовал с рудаки, завидовал его славе. Но на краю могилы я хочу сказать то, что всегда знал. Рудаки — гордость поэзии, ее вершина и слава. Рудаки — бунтарь и смутьян. Государь мой, вы всесильны, всемогущи, вы можете строить города и разрушать царство, все вашей воли. Но в памяти поколений цари живут такими, как их описали поэты. Государь мой, пройдут века, и люди о вас скажут. Это тот самый падишах, ослепивший поэта рудаки? Ты слишком поздно пришел, поэт. Рудаки уже ослеплен. Чьих рук это дело? Мы не давали никому такого приказа. Сахаль бен Мансур ответит за это. Я ему покажу, кто правит в этом государстве.
Мне не нужны никакие опекуны! Джунайд, иди и скажи, что я повелел отрубить ему голову! Осталось немного, верный друг мой, и книга будет закончена. По приказу Сахля бен Мансура имущество поэта Рудаки конфискуется. Делайте все, что хотите. Идите и делайте. Только не мешайте сейчас. Начинайте. Жизнь неумолима. Она сурова и мудра, как хороший учитель. И в ней одной знание. Мне хочется закончить свою книгу славой знания. Мадж, записывай. Один к науке путь, у жизни век учиться. Зря времени не трать, ведь жизнь не повторится. Как солнце тьму развеет утром ранним, так завоюет мир всесильное познание. Стойте! Верните все вещи! Кто пришел? Это я, прах у ног ваш, ваш смиренный и покорный слуга Джунайд. Джунайд. Примите подарок от великого падишаха, знак его прощения и милости. Золото. Здесь много золота. Верните его тем, у кого отняли. Я проживу свою жизнь и без него. Но Хаджа, Сахль бен Мансур, по ферману падишаха казнен сегодня. Судьба переменчивая, и государь снова к вам милостив. У поэта один государь, народ. Убери. Мадж. Люди пришли ко мне. Мадж, пусть войдут. Ассалам алейкум! Ассалам алейкум! Так принято здороваться в моем родном Панджуде. Должно быть, это мои земляки. Валейкум ассалам. Родной ты наш. Кто-то плачет. Рабия. Друг мой верный, Рабия. Друг ты мой бесценный. Ты пришла за мной. Какая ты стала прекрасная. Друг мой, вы меня видите? Вижу, дорогая. У меня отняли зрение, но раскрыли глаза моего сердца. Теперь я вижу лучше. Я прожил свою жизнь вдали от вас, милые друзья мои. Но поверьте мне, прожил ее недаром. Смотрите, сколько я накопил для вас разных богатств. Вот они, газели Рудаки, касиды Рудаки, пантнаме Рудаки,
Синдбад на Мердоке, Калила и Димнардоки. Все мои книги, мое богатство, все мои мысли вам отдаю, люди. Поэт так любил вас. Передаю труд моей жизни тем, кого я люблю.